Кусибай, Герд, переводчик Андрей Гоголев. Думаю об этом, и кажется, это было не так давно. Засела эта история в голове. Мати была девушкой. Со всей окрестности люди знали ее. Глядя на ее красоту, не могли насытиться. Да уж как не смотреть, кроме нее ничего красивого нигде рядом не было. Вокруг только лес, бесконечное болото, на кочке. Дома у удмуртов бедные, стоят как слепые женщины, маленькие окна в тех домах. Народ, как эти дома, слепой, прижатый к земле тяжкой своей работы. Как цветок была красива Мати и завяла, как цветок. Без жалости втоптали ее в грязь. Перед восходом солнца, когда только розовеют облака, выйдет она за ворота, начнет, словно птичка, с кем-то щебетать. Как серебряный колокольчик был ее голос, чистый, звонкий. Начнет говорить, так весь день ее можно слушать. И походка ее была красива. Глаза бы никогда не устали смотреть на такую походку. Высока была, стройна, со светлыми кудрями. По улицам шла, словно лебедью плавала. А глаза каковы были. Даже изголодавшийся волк забыл бы о своем голоде, если бы только увидел ее глаза. Красивые, умные, как цветы, голубые. На всех посмотрит, всем легкое слово скажет, иногда запоет, как жаворонок. Таким человеком была Мати. При ней на праздниках даже пьяные парни старались вести себя прилично и танцевать, и петь по-другому начинали, красивее. Даже случайные мужчины, когда встречались с Мати, не проходили мимо без приятного слова. Хороший ты человек, Мати, хороший. Так и чужие люди ее любили. Каждый за нее волновался. Да как не волноваться? Кроме нее в деревне не было ничего, что украшало бы жизнь. Ничего ласкающего взгляд, ничего поднимающего настроение не было. Мрак кругом, житье-бытье тяжкое. Если бы Мати не было, то кто бы красивые песни пел, кто бы умные слова говорил, кто бы согрел переживающие сердца. Только не цвела Мати, завяла, как цветок. Кто, зачем сломал ее красивую жизнь, никто не знает. Кто-то говорит, что пьяный отец ее сам отдал русскому парню на поругание, а кто-то говорит, что Мати обманули деньгами. Всякое начали болтать. Все, кажется, обрадовались. Немного погодя, начали говорить, что Мати гуляет с разными парнями. Что поделаешь, удмуртский народ у нас слепой, в болотах и лесах живет. Что такой народ по
хозяйство вести нельзя. Федор давно наблюдал за Мати. Теперь, когда все ее оскорбляют, он решил просить ее в жены. С тем и пошел к Мати. «Ты ведь будешь меня бить так же, как прошлую жену», — так ответила ему Мати. «А меня и без того народ запятнал, погубил». Заплакала. Пожалел Федор Мати. «Не буду бить, не бойся, буду любить тебя, ласкать». Будет бить или нет, что тут поделаешь, велика ли разница, где пропадать. Если не выйти замуж, то селяне засмеют до смерти. Кажется, так уж суждено пропадать всем удмуртским девушкам. Вышла Мати замуж. Как узнали люди о женитьбе, так начали говорить Федору всякое. «Такая жена твоя, да еще такая», обижали ее словами, обижали ее своими рассказами и насмехались. Таких людей, наверное, всех бы убил Федор, да только как пойти против целой деревни. Немного времени прошло, как Федор начал избивать Мати всем, чем только попадется под руку. Бил он ее утром, бил вечером и на глазах у людей бил, втайне ночью, когда все спокойно. Бил он ее, калечил, как вол, скрежеща зубами до тех пор, пока не устанет. После, как остановится, порой начинал жалеть, иногда, лаская, плакал. Все народ купит мою жизнь, народ. С самого первого дня начал избивать Мати. Бывало, люди до вечера издевались над Федором. Кто-то по избе палкой бил, кто-то кричал с насмешкой. Погуляла, как собака, остатки Федору принесла. Всю ночь иногда так шумели, кричали. А когда ночь наступала, били в избе окна, вымазывали ворота дегтем, а наверх солому и старые лапти закидывали. Утром даже смотреть на это было тошно. «Почему вы к нам пристаете? Что мы вам сделали?» Долго плакала Мати. Мрачный, как грозовая туча, безмолвно сидел Федор. Глава 3. Через зиму Мати удивительно изменилась. Тихо сидела, больше уж ничего не рассказывала, а когда гуляла, то ходила низко, наклонив голову, порой останавливалась и, выкатив глаза, глядела в землю. Иногда капля за каплей лились по ее щекам слезы. Пугающими стали ее глаза. Они впали, стали страшными, как глубокий колодец. Розовые когда-то щеки теперь побледнели. Заговорить с ней было тяжко. Спросишь ее о чем-то, не ответит. Только после того, как несколько раз спросишь, она, как будто ее разбудили, испугается, закричит: «Ой, что?» Посмотрит, бывало, своими большими глазами. Долго, бывало, смотрит, а потом и заплачет. Иногда неизвестно, сколько просидит в раздумьях. Такой стала та, которая не знала горя, которая всегда смеялась, как колокольчик, которая пела, как жаворонок.
Мати вскрикивала, но потом, будто овечка, которая попалась волку, становилась тихой. В этот раз Федоров пинок никого не нашел. Проснулась уже, что ли? Так подумалось Федор. Прислушался. В доме еще темно, кругом тишина, ни одной живой души. Слышно только издалека шелест, слышно спокойное дыхание леса, где-то звенит река, как будто льют серебро. Весна. Опять сильнее пнул Федор. Снова никого не нашел, только с лавки ведро упало. Потом в избе снова стало тихо, как в могильной яме. Как и прежде, снаружи шумел лес, звенела река, и по-весеннему дышала земля. Федор встал на четвереньки, пошарил по соломенной постели, искал Мати, но не нашел. Собака, шайтан, не сбежать тебе у меня из-под самых рук. Найду, убью. Там искал, здесь вышел за ворота, крикнул. Нет никого. Забежал в коровник. Там под корытом был спрятан мертвый младенец Мати. Утром, а иногда и ночью, когда Федор спал, как мертвый, приходила Мати в коровник, ложилась рядом с корытом и плакала по своему младенцу. Федор забежал в коровник, корова перестала жевать, и тут Мати не было. Пропала, делась куда-то. Без шапки, как безумный, бегал Федор по деревне, заходил к старой Мавре. Однажды он нашел ее там, и тогда он приволок ее домой по земле за волосы. Но теперь он и тут ее не нашел. У всех спросил, никто не видел Мати. Под вечер побежал Федор в Курикурт, в родную деревню Мати. Иногда, не стерпев побоев палкой, и сюда сбегал, искал. Едва не побил старика, отца Мати не нашел. После того, как Федор ушел, постаревшая мама Мати села на лавку и горько заплакала. Отчего ты родилась такой несчастливой, бедная моя дочка, золотце мое? Старик-отец бил посохом об пол и кричал: пёс ты лютый, волк ты, Федор, искалечил мою несчастную Мати.
болтал сам собою, напевал что-то. Только под утро дошел до конца деревни, упал лицом в грязь под телеграфным столбом. Там и заснул. Пока не рассмеялась восходом солнца, телеграфный столб все звучал, звенел над ухом Федор, пел свои заунывные, слезливые песни. Где угодно есть телеграфные провода, все-то они знают. Мало ли что они могут наговорить, мало ли что спеть, потому-то они всю ночь звенели. Не нашел Федор свою мать, как брошенный в воду камень она скинула куда-то. Глава 7. Деревенские опять начали куторить. Больше всех говорили мужчины, смеялись над Федором, дразнили. Услышал Федор, сердился, не сдержался, схватил одного за горло, чтобы побить. Женщины замолчали. Только когда ходили по воду, то на берегу тихо сплетничали. И девушки стали не так веселы, как были прежде. Редко стали выходить погулять. Их песни звучали все реже. Жизнь без Матея стала тоскливой. Недолго жили в тоске все же, и собрались всей деревни отыскать Матея. В каждом доме, в каждом дворе посмотрели, во враги спускались и в лесах были. Нигде не нашли. Кричали, кричали. Матея не подала в ответ своего голоса. Тишина. Чего только не вспомнили тогда. Кто-то вспомнил, как одной ночью Федор бегал за Матеей с палкой. Тогда Матея босая в одной только ночной рубашке убежала в поле. Думали, думали и решили, что это ее шайтан куда-то уволок. Если оно не так, то куда, мол, еще может пропасть взрослый человек? В прошлом году шайтан похитил младшую дочь у Такьяна. Как-то разозлилась Такьяна, отругала свою дочь. Шайтан, мол, тебя возьми. Так дочь у нее и пропала на 2 месяца. Потом нашли ее, немая стала. Глаза изменились, смотреть страшно. Шайтан — это плохо, на многое он способен. Услышал Федор такие разговоры, даже заходил к попу. Корову продал, заказал молебен, бесполезно. Матея не вернулась. Глава 8. Федор стал горевать один, скучно ему. Да как тут не скучать, раз совсем один на свете остался. Со скуки начал выпивать, даже последнее с продажи коровы пропил. Тем временем из армии вернулся Пельмон. Немного удалось у него вразумить Федора. У Пельмона со службы были медали, золотые часы и большая гармонь. Глупый вы! Разве будет умный человек ходить к попу, заказывать молебен? Искать ее нужно, решительно сказал он. Тогда все собрались воскресным вечером. Как он и сказал, народ снова собрался на поиски Матеи. С 3 соседних деревень объединились. Пельмон солдат стал командиром. Шумно ушли искать. С утра все леса, все кусты обшарили, наугад даже из ружья полили.
Высохла на солнце земля, как будто одеялом, покрылась травой, зацвела, изменилась, как меняется девушка, которую нарядили к большому празднику. Вала встала в свои берега, теперь она бежала по лесам и полям, сверкая, как серебро. Вечером в реке отражался лес, красиво, как красное кружево, переливалось отражение, искрилось по дуновению ветра. Ночью молчали птицы, как призрак поднимался над рекой туман. Тогда вокруг становилось совсем тихо. Один только рыбак, он син, не спал всю ночь, плавал тут на лодке, как какой-то дух. Он неожиданно появлялся из кустов над водой. На своей лодке он плавал вдоль и поперек, проверял глубину. Иногда он молился Инмару, а некоторое время после суетливо доставал блестящих рыбок. Он рыбачил всю жизнь, на реке и постарел. Он очень любил реку, как любит родного отца. Чего только не замечал он, чего только не знал. Как свои 5 пальцев он знал, где и какую рыбу ловить и чем ее приманивать. В советах он не нуждался. Однажды, устав от ночной работы, когда уже начало светать, спускался он вниз по реке. Лодка плыла сама по себе. Он син дремал, лежа на спине. Солнце смеялось, поднималось из-за леса. Вдруг Ансину что-то послышалось, будто что-то за кустами с громким плеском упало в воду. Очень испугался Ансин, встал на ноги. Если рыба, то, наверное, слишком большая. Ансин знал в этих местах всю рыбу, даже по блеску мог узнать, что за рыба такая. Быстро прыгнул с лодки на берег, потом спрятался за кустами, пошел к тому месту. Нужно посмотреть, чем удобнее будет поймать эту рыбу, сетью или острогой. Даже рассмотреть не успел Ансин. Кто-то страшный колыхнул воду, потом поломал с берега ветки, злобно крикнул, ударился об Ансина и убежал. Ансин упал на землю, ничего не понимая. По телу пробежались мурашки, будто его облили водой. Очень испугался. Да как тут не испугаться? Это был человек, и он был голым, грязным и мокрым. Все еще перед глазами стояло, как оно, высоко подняв руку, вышло из воды. О, Инмар, это была женщина. Немного придя в себя, Ансин подошел к берегу и нашел там грязное и сорванное женское платье. Поднял Ансин его, рассмотрел на солнце и выбросил. Собрался уже уходить, как вспомнилось ему Мати. Это платье, наверное, ее. Этим страшилищем, наверное, была Мати. Подумал он Син. Потом, помолившись, забрал платье и сел в лодку. Уже пели в лесу проснувшиеся птицы. Откуда-то из-за леса вставали облака. Солнце всходило выше, становилось жарко. Река бежит медленно, будто и не хочет. По ней плывет Ансин в своей лодке. Глава 10. Нашли Мати. Снова ходили искать всей деревни. Из других деревень тоже много народу было. Ансин радовался, что его слушают. Он, поминая Инмара, говорил: нынешняя Мати уже не прежняя Мати. Тело ее покрылось волосами,
позади вырос маленький хвостик. Что было во лбу, не увидел. Кажется, были рога. Людей было очень много. Впереди всех шел он син, махал платьем, хвастался, говорил всем, что видел Мади. Галдят все, солдат, бельмон с ружьем, кто с дубинами, кто с палками, кто знает, вдруг Мади сама теперь стала шайтаном. Следом за мужчинами шли женщины, всюду прислушиваясь, раскрыв рты, бегали дети. Долго искали Мади по лесу, наверное, так и не нашли, если бы собаки не учуяли. Голая Мади забралась на верхушку высоченной сосны, и там, как змея, обвелась вокруг ствола. Увидели ее люди, начали кричать, чтобы спускалась. Мади не слушалась и не спускалась. Как ее оттуда спустить? Пригрозили ружьем. Бесполезно. Тогда бельмон закатал рукава, поднялся к Мади и как-то по-лошадиному схватил ее за ногу. Мужчины засмеялись. Некоторые, чтобы не видеть голое женское тело, отошли подальше. Женщины и девушки смутились, спрятали лица. Бельмон изо всех сил тянул Мади, но ничего не мог сделать. Крепко ухватилась Мади за дерево. Тогда на помощь поднялись мужчины, даже бородатые собрались, как муравьи. Зашумели, кто-то кричит, кому-то смешно. Двое упали на землю, еле одолели Мади. Как пойманный орел, билась она в чьих-то руках, от страха глаза ее были выпучены, она царапалась, кусалась, не произнося ни слова. Кто-то среди женщин начал плакать, кто-то со сны истошно закричал, затребовал веревку. Девушки убежали, чтобы не видеть, как парни трогают голое тело Мади. Мади не давалась им, как змея. Потом ее схватили сразу несколько. Мади перестала шевелиться. И безумно, и жутко крикнула на весь лес. Ее «Ой!» разлетелась по лесу. Мади все еще пыталась выбраться, но ее повязали веревкой. Долго стоял, глядя на все это и ничего не понимая Петр. Потом увидел голую Мади, что-то вспомнил, крикнул, нашел где-то дубину, побежал бить Мади, но парни ему не дали. Мади блеяла, как овечка, кусалась, с трудом удерживали ее парни, с трудом дотащили до деревни. Постепенно затих гомон. Ничего не понимая, Федор остался один под высокой сосной. Потом вспомнил о своей Мади. Сердце словно обдало огнем. Заплакал. Жалко стало ему Мади. Долго он так сидел, как обезумел. Пошел прямиком к реке Вала. Через некоторое время что-то с блеском ударило в воду. 2 раза крикнуло, а потом затихло. Был полдень, солнце жгло землю, ветра не было. Испугавшись людей, птицы спрятались в глубину леса. Людские голоса затихли, не стало больше никого в лесу. Тишина. Глава 11. Последняя. На следующий день в Вале нашли Федора. Похоронили. Мади связали и увезли куда-то в большой город,
Пусть вам приснятся